уважаемые гости, в нашей республике сейчас проходит большой, крупный проект «Летняя театральная резиденция». Это Союз театральных деятелей Республики Северная Осетия, Алания, автономная некоммерческая организация «Заботушка» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит вот такой прекрасный проект. В течение 2 месяцев каждую субботу мы встречались вот здесь, в роскошном, прекрасном, великолепном, я считаю, самым атмосферным театром в нашей республике, камерным театром «Шкит». Каждую субботу у нас проходили мастер-классы по мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, вокалу, гриму. Лучшие педагоги страны работали над этим проектом. Я не побоюсь этого слова. Я благодарю вас. И сейчас у нас такое большое событие. Мы не говорим мероприятие, мы всегда говорим событие. Для нас большое событие, к которому мы долго шли. В рамках нашего проекта дальше еще будут проходить, сегодня у нас премьера, дальше у нас будут проходить еще круглые столы. Также мы ждем прекрасных специалистов по театральной педагогике из Москвы. И завершением мы проводим большую концертную программу по произведениям Александра Сергеевича Пушкина на сцене Академического русского театра. А сегодня просто, не знаю, для нас подарок. То, что сейчас будет проходить на сцене, у меня уже мурашки по коже. Я предвкушаю, что мы встретимся сегодня не только с произведениями Александра Сергеевича Пушкина, но и с душой каждого артиста, который сегодня здесь трудится. Я хочу сказать еще раз огромное спасибо Батразу. Батраз, спасибо вам. У вас очень сложный график. Вы выбираете всегда из этого графика для нас прям самое ценное, самое лучшее. Огромное спасибо, Батраз. Низкий вам поклон. Вы просто педагог от Бога. Один из моих любимых педагогов, отца Маскачмаза, который передвигает по этой стране неимоверно быстро. Спасибо вам, отца Маз. Огромное спасибо, Валентина. Вы у нас профессиональная артистка. И для нас это очень важно. Мы сохраняем дух театра. Мы его продолжаем. То, что вы сейчас сделали, вот здесь и сейчас, это на самом деле наше настоящее, наше будущее всей нашей республики и всей нашей культуры. И отдельное спасибо нашей Лейле Теблоевой, дома, у которой вы все находились. Также я благодарю нашего архивариуса. Все абсолютно кадры, которые в течение 2 месяцев были сделаны, она сохранила и видео, и фото. Спасибо вам, Злата, огромное. Ну и хочу бойцов невидимого фронта. У нас есть сердце проекта. Это Альбина Хантмагомедова. Это такое сердце проекта, если вы где-то что-то увидели, услышали о проекте, с ее помощью. Вот и все, наверное. Батраз, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте еще раз. Ну, в принципе, все уже было сказано. Сейчас покажем вам результат нашей работы. Маленькие трагедии Пушкина. Собрали некую композицию из этих всех его пьес. Вот. Надеемся, что вам понравится. Как говорится, не стреляйте в музыканта, он играет как может. Удачи вам. Вы готовы?
Почтенный председатель, я напомню о человеке очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, рассказы острые, замечания столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне, зараза гостя наша, насылает на самые блестящие умы. Тому 2 дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтобы мы в своем веселом пировании забыли Джексона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака. Но он ушел уже в холодные пустынные пещеры. Но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить в его честь с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто был он жив. Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчании мы выпьем в честь его. Да будет так! Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой нам, Мэри, уныло и протяжно, чтобы мы потом к веселью обратились. Безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением. Было время, процветала в мире наша сторона. Воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса, и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста. И селенье, как жилище погорелое, стоит. Тихо все. Одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носят, и стенания живых боязливо Бога просят упокоить души. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне. Я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей. Уст умерших не касайся, следуй издали за ней. А потом оставь селение, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мучения усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, посети мой бедный прах. А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался, слезы невольные сладкие текли. Кто бы сказал, что Сальери Корден будет и завистливым? Никто. А сам я завидую. Мучительно завидую. О, Моцарт! Моцарт! Ага, увидел ты. А я хотел тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас. Я шел к тебе. Нес кое-что тебе показать. Но проходя перед трактиром вдруг, услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал войче сапета. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди. Из Моцарта нам что-нибудь. И ты смеяться можешь? Ах, Сальери, неужели сам ты не смеешься? Нет.
Мне не смешно, когда маляр негодный не пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестия Далигьери. Пошел, старик! Постой же. Вот тебе. Пей за мое здоровье. А ты, старик, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое Стой! время. Что ты мне принес? Нет, так, безделицу. На меди ночи бессонница меня моя томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал, твой хотел услышать мнение, но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Представь себе, кого бы, ну хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, но вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну слушай же. Ты с этим шел ко мне, мог остановиться в трактире с по-часки послушать. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо. Какая глубина, какая смелость и какая стойкость. Ты, Моцарт, Бог. Сам того не знаешь. Я знаю. Я. А, браво. Но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотое. Пожалуй, я рад. Но дай сходить домой сказать жене, чтобы меня на к обеду не дожидалась. Что ж, я жду тебя. Нет, нет. Не могу противиться я доле. Судьбе моей я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Я должен его остановить. Не в моде! Теперь такие песни! Но все же есть простые души, рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор ее слезливый и ответил, но если б только и о успехе думал о своем, то верно все бы были счастливы. Вальсингам хвалил великих северных красавиц. Оттого она и расстаналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизны. Сестра моя печали и позора, приятно будет. Мэри, брось ей воды в лицо. Ей лучше. Ужасный демон приснился мне, весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою телегу. В ней Лежали мертвые и лепетали ужасную неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега? Дождемся ночи здесь. Наконец достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна! Шутишь? Да кто ж меня узнает? Первый сторож, гитан или пьяный музыкант. И свой же брат, нахальный кавалер, со шпагой под мышкой и в плаще. Что за беда? Хоть и узнают, только не повстречался мне сам король, а
А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, сделает он с вами? Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят, ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтоб меня семья покойного не беспокоила. И то-то же, сидели по себе спокойно там. Что за земля, а небо, точный дым, а женщины... Вот видишь ли, мой глупый Липарелло, я ни за что не променяю последней в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц. Право, в них жизни нет, все куклы восковые. А слушай, это место знакомо нам, узнал ли ты его? Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда. А лошадей держал я... Да-да, в этой роще. Сюда. Кто здесь? Не люди Донны Анны? Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем. А кого вы ждете? Сейчас должна приехать Донна Анна на мужнину гробницу. Донна Анна? Как де Сольва? Супруга командора, убитого не помню кем. Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном. Ого, вот как! Молва о Дон Гуане в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Он вам знаком быть может? Нам немало. А где-то он теперь? Он в ссылке далеко. И слава богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их развратников в один мешок да в море. Отец мой, отоприте. Сейчас, сеньора. Слушай, Липарелло, я с ней познакомлюсь. Вот еще, куда как можно. Мужа погубил, да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный. Я скрылся здесь, и каждый день вижу свою прелестную вдову, и ею, кажется, замечен. До сих пор мы чинились друг с другом, но сегодня впущусь я в разговоры с ней. Пора. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите. Я просить прощения должен, сеньора. Или я мешаю вашей молитве вольно изливаться? Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу. Мне молиться с вами, Донна Анна. Я не достоин участи такой. Я лишь издалека, с благоговением на вас смотрю. Какие речи странные. Сеньора, Мне показалось, я не поняла. вы все узнали. Вы все узнали. Что я узнала? Я не монах. У ваших ног прощения умоляю. О боже, встаньте, встаньте! Кто же вы? Минуту, Донна Анна. Одну минуту. И что? Чего вы требуете? Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног я, Донна Анна. Вы не в своем уме. Или просить кончины знак безумства, Донна Анна. И так-то вы молчите? И любите давно уж вы меня? Давно или недавно, сам не знаю. Я слушать вас боюсь. Я замолчу, лишь не гоните прочь. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкой. Да, завтра. Как вас зовут? Диего де Кальвадо. Прощайте, Дон Диего. Липарелло! Что вам угодно? Я счастлив, как ребенок. Я готов весь мир обнять. Вы говорили с Донной Анной. Быть может, она вам два ласкового слова сказала? Или ее благословили вы? Свидание. Она свидание мне назначила. Неужто? О, вдовы, все вы таковы. А командор, что скажет он об этом? А ревновать он не будет. Он человек разумный. Нет, посмотрите на его статую. Что же? Кажется, глядит она на вас и сердится. Иди-ка, Липарелло, пригласи ее в гости. Ко мне. Нет, не ко мне, а к Доне Анне. Статую в гости звать? Зачем? Ну, явно не для того, чтобы с ней говорить. Ох, шутки вам шутите, с кем? Ступай. Ну,
Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан вас просит завтра вечером попозже прийти в дом супруги вашей и стать у дверей. Ай-яй! Ай-яй! Что такое? Статуя! Умру! Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мертвой тишиной, повсюду смертью распространенной. Он мастерски о бате говорит. Ступай, старик, ступай своей дорогой. Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас. Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по своим домам. Дома у нас печальны. Юность любит радость. Он сумасшедший. Он бредит о своей жене покойной. Пойдем, пойдем! Отец, ради Бога, оставь меня. Спаси тебя, Господь. Прости, мой сын.
Я специально не ходила на репетиции, чтобы почувствовать то, что я сегодня почувствовала. На самом деле, особенно вот финал, я теперь понимаю, что мы в верном направлении, что мы должны заниматься нашими детьми, потому что только наши дети могут спасти этот мир. Я вам благодарна. Спасибо, друзья. Я хочу поблагодарить сегодня с этими девками вместе. Находится профессиональный актер. Алексей, я вас благодарю. На самом деле для нас это очень важно. Мы стараемся всегда внедриться. И глядя на профессионалов, дети тоже становятся на секунду, на 5 секунд, в данный момент, на 40 минут профессиональные. Спасибо вам, Алексей, вы были с нами. На все занятия наш прекрасный педагог на все занятия ходил как детки. Это так важно для нас. Спасибо огромное. У меня есть еще миссия небольшая. Честно говоря, поплакала, и теперь у меня голос не звучит. Грамота. Награждается Батрас Викторович Засеев за активную гражданскую позицию, высокий профессионализм и постановку спектакля «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича Пушкина в рамках мероприятия проекта «Летняя театральная резиденция» Савкова, победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Уходите. Так что я хотела бы, чтобы у нас еще и остальные наши члены команды. Я приглашаю Екатерину Николаевну Агафонову. Нашего проекта. Пожалуйста, цветочки. Спасибо. Я также приглашаю Самаза Лазаревича Качмазова. Я также приглашаю Валентину Карбоевну Дудаеву. Огромное вам спасибо. Также у меня еще есть. Я хочу поблагодарить сегодня. Я хочу поблагодарить сегодня Лела, где ты? Я благодарю вас всех, дорогие зрители, наши любимые. Вы, конечно, наше сердце сегодня, когда родители пришли, они волновались вместе с нами, это просто здорово, это просто потрясающе. Злата, это вам ваши цветы. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Прекрасный цветок, наша Альбиночка. Друзья, у нас по традиции бывают премьерные цветы. Что делать с этими премьерными цветами? Обязательно нести домой. Первый премьерный цветок несут домой, ставят его в воду. И пусть эта традиция будет всегда и вечно. С премьерой вас всех. И вам спасибо, наши друзья. Сегодня у нас в гостях Александр Мурити, и я надеюсь, он скажет 2 слова. Мы хотим, чтобы вы сказали что-то. Да вы уже все сказали, что я еще могу сказать. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Вы у нас почетный. Я благодарен, на самом деле, что люди занимаются театром. Это очень хорошо. Я благодарю СТД, благодарю всех вас и вас. Спасибо. Если кто-то хочет из зрителей сказать, пожалуйста. Сегодня у нас... Да. Я хочу поздравить ребят с сегодняшним событием. Это событие, это мероприятие у нас бывает. Но сегодня событие такое, что вы почувствовали вот этот дух премьеры, да? Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни все было
было так же прекрасно. И ощущение вот это, чтобы вы не потеряли, чтобы вы сохранили на всю жизнь. И чтобы в вашей жизни всегда встречались хорошие люди. Вот эти люди, которые вам дали то, что вы сегодня показали, чтобы в вашей жизни всегда встречались хорошие люди. И спасибо, Фатима, за то, что Фатима мне позвонила. Валентина, не хотите поучаствовать? А я с бронхитом, с уколами. Конечно, хочу! Так что спасибо вам всем большое. Я лично получила огромное удовольствие. Прекрасно, Светлана Горбоева, пожалуйста. Она нас любит, часто бывает у нас на мероприятиях. Я очень рада сегодня присутствовать, потому что такие события нужно запоминать. Это огромный кладезь какой-то жизни. Вы маленькие дети, вы большие артисты. Огромный вам спасибо. Только вкус, под руководством ваших старших Фатим, потрясающе. Все, что вы делаете, великолепно. Я очень буду рассчитывать на ваше присутствие в нашей студии. Мы расскажем об этом огромное. Людей просто тоже радуются. Спасибо. Кто еще хочет сказать, можете сказать. Пожалуйста, Роберт. Роберт Гайкович, он актер одного из наших инклюзивных театров, он наш поклонник, ну и член нашей команды. Дорогие друзья, честно сказать, вот для многих из вас это была премьера, и вы, наверное, очень волновались. Хотя, честно сказать, это не очень было видно. Наверное, вы настолько в роли вжились, что нам почти не было видно. Зато мы, сидящие здесь, волновались и за вас, и за спектакль, за все. Но спектакль свои ожидания оправдал. В общем, как сказала Фатима Савельевна, праздник удался. Вы сделали это. Приятно видеть, что у автора было свое видение, стиль. Как говорят, в спорах рождается истина и потом единое целое. Хорошо. Но вот то, что мы увидели, это было хорошо, прочувствовано. Ну, как говорят, у кого-то чуть лучше, чуть хуже, но видно было, что все играли от души. И мне приятно было увидеть, что вот, честно сказать, вот, не буду называть фамилии, но кое-кто из вас, наверное, уже может и на большую сцену выйти, без всякого стеснения. Это вот, мнение, может быть, зрителя или чуть-чуть близкого человека к сцене. Спасибо вам огромное, творческих успехов и новых побед. Похвалить всех. Ну, во-первых, огромное спасибо вам, дорогие зрители. Если бы не вы, вот этого бы не было. А вам, дорогие дети, вы знаете, самое главное – это репетиции. В них вы проявляетесь, в них у нас есть и ошибки, в них у нас есть победы, и в них мы растем. А спектакль – это уже ваш результат, который мы даем зрителям. Вы огромные молодцы, и с кем-то из вас я уже лично общалась. Я желаю быть вам актрисами, актерами, настоящими. Езжайте в Москву, поступайте, ничего не бойтесь. Нам уже, наверное, поздно. Но когда мы были в вашем возрасте, очень сильно боялись. Но через этот страх, да, мы не поступали, но мы следующий год старались, пробивались, и мы это делали. А вы дети другого поколения, и вы очень крутые. И я желаю вам только успехов, вы никогда ничего не бойтесь. Вот только вперед, а там, что про вас говорят, это пускай остается там. Каждый сам за себя и только вперед. Хорошо? Обещаете? Да. Нет, это очень плохо. Обещаете? Да! В следующую субботу. Сейчас пока у нас педагоги уезжают в Москву, но мы еще будем встречаться, потому что у нас еще в рамках нашего проекта есть много-много, когда мы еще сможем с вами пообщаться, поговорить, встретиться и, как говорится, повзаимодействовать. Итак, ждем вас всех в субботу с премьерой. Спасибо.